Ну что, ребят, всем здрасте. Вот и наш новый ролик долгожданный вышел. Наконец-то. Сейчас переведу. Ну что, все, закончили мы работу. В Якутске Леха у нас благополучно домой. Мы стоять ждать паром. Задача у нас ПИП. Очень серьезная, сильная, как правильно сказать. Короче, чуть-чуть неправильно подрасчитали со временем. Не то, что логисты сказали, успеешь к такому дню. Я говорю, да, вопросов 0, успеем. Только я думал, что будет число-то сегодня 13, а не 14. Так что надо поспешать. Едем мы сейчас. Первый раз, кстати, в этот раз будем первый раз в прекрасном городе Забайкальск. Пойдем до Забайкальска. У нас погрузочка в Забайкальске. Сейчас чайку себе заварим. Нашей любимой кофеваркой. Пойдем в Забайкальск. На погрузку подтащим какие-то ящики с запчастями. Видать, от китайских автомобилей. А может, я чего-то либо другого. Блин, что-то солнышко так играет. Как сесть, чтобы солнышко не черный экран был. Потащим запчасти в железных каких-то ящиках. Увидим. До Челябинска. Предстоит у нас боковая погрузка. То есть будем расцинтовывать бок, открывать. Ох, сейчас надо чаю попить, подкрепиться. На дальнюю дорожку сегодня как минимум надо до Томота дойти. В Томоте пару часиков покемарить. Ну и дальше. У нас получается сегодня 14 число, 14, 15, ну уже 14 число, уже можно сказать заканчивается, время уже 6 час вечера. То есть у нас 15, 16, ну еще можно, не в 9 утра же надо обязательно приехать, можно и к обеду приехать, да. То есть 2,5 дня и еще сегодня, ну короче почти 3 дня у нас есть, чтобы добраться до Забайкальска. Первый раз там побываем, то есть в Чите были много раз, в Забайкальске не были. Там говорят какие-то вот такие вот огромные, блин, поправьте меня, если я буду неправ, бузы продают. Кто-то говорит бозы, пузы, пузы не говорят, бозы, боозы, буузы и позы. 3 раза я слышал по-разному названия. Только настоящий бурят скажет, как правильно надо говорить. Бузы или позы. Блин, холодный чай. Кофеварка не нагрела нам нифига до конца. Надо заново прогнать его будет. И тогда уж попьем. Ну что, ждем, когда ближайший паром будет свободен. Стоим, ждем и заезжаем. Ну что, ребят, зацените. Стали на самое козырное место. Оп. У нас тут с вами красота. Да и только. На самом козырном месте пойдем на тот берег. Это назначено 1, 2, 3, 4, 5. 6-м грузиться. Все, поставили. Ну, когда ставили, я не снимал. Потому что надо вправо-влево крутить рулем, слушать. Так, а за мной... одиночку за меня поставили. Нет, не за меня. То есть, вон хвост там все. Потом пойдем, когда я покажу, как плотничком все стоят здесь. Все, стоим, ждем. Выходить будем самые первые. Вот она, парель. Опустится, и мы на выход. То есть тут паром сквозной. Заезжаешь с одной стороны, выходишь с другой стороны. Этот ушел уже. Где он? Вон он идет. Сейчас должен появиться у нас будет. А где ты? Так. Ё-моё, как тебя приблизить? А? Как приблизить? Это солнышко, темнота и яркость. Играем яркостью. Так. Это яркостью. Это опять яркостью. Короче, сейчас. Ну что, подходим наконец-то к берегу. Вон он у нас. Прекрасный наш берег. Сейчас будем швартоваться. Парель опускается. И мы выезжаем первые. Что-то уже все позапускались. Готовятся к низкому старту. В Америке-то можно вообще
Вот, уже парель пускает самый последний запускаться, она будет самая последняя выезжать у нас. Так, ладно, мы тоже, наверное, тогда запустимся. Сейчас, представьте, на передаче стояла. У меня сегодня паника была, я такой раз 15 проверил. Так, ручник стоит. Потому что что-то как-то это, ага, жим-жим. Подушки мы на прицепе уже подняли, потому что сейчас будут бугры. Ага, вот мы на первую здесь, кстати, вот куда подходим мы, выезд получше, чем вот где рядышком стоит баржа. И ёшкин кот. Спасибо, кто сказал, будь здоров. Сорян. Вот где он стоит, там заезд так себе. А мы будем вот сюда парковаться. Вот сюда вот. Тын-тын-тын. Так. А, нет. Там он вдалеке идет кораблик. Пассажирский. Я думал, он тоже будет парковаться на выгрузку пассажиров. А он пошел у нас дальше. Самое интересное, есть баржи с тупым носом. У нас вот она с острым носом, как корабль идет. А вот, ух ты, он что, отходит, что ли? Он как раз разворачивается. А вот этот с Гнеопасов, который привез, вот вы видите его сейчас на своих экранах, он с тупым носом, он широкий получается. Вот так, вот так. Ну все, готовимся. Самое интересное, если бочка, да, стоит, вон они стоят, бочки, они грузятся абсолютно отдельно. То есть с обычными, так скажем, гражданскими грузами, как у нас груз любой, да, там лес, бочка. Короче, бочки, огнеопаски, едут всегда отдельно на барже. Полную баржу набивают и едут, вон они стоят вдалеке. Сейчас будем выезжать, увидите, ребят. И они идут полностью отдельно. Блин. Вот встали вот с этой баржей, вот которая вот она. Мы начали вместе грузиться. Но так как он там с бочками, он 6 загрузил машину и ушел. Блин, я не пошел показывать вам там, потому что мы вообще близко-близко вплотную стоим друг к другу. Вон КамАЗик, если приглядеться в зеркало, там стоит, блин, даже пузом не пройти. Так, руль опускаем. Одометр скинем мы на 0. И готовимся. Ёшкин кот, сейчас будет столкновение. Что-то как-то... А, нет, нормально. Мы вот сюда сейчас станем. Елочкой, так сказать. Близко? Им-то тут все знакомо уже. Капитанам Речфлота. Якорь скинул. Стоит на якоре, он сзади. Якорь у него сброшен в воду. Он цепь уходит под воду. Ох ты, а там нет, не наши. Думал, наши стоят на том пароме. Так, что, с какого раза подойдет он к берегу? С первого, со второго? Смотрим, наблюдаем. Да, течение, представьте, какое уляное течение. Сильная. Если, не дай бог, попал в воду, шиш выплывешь. А нет, вот сегодня ее, видать, подсыпали парель. У них удобно, вон, смотрите, как ровненько, да, идет. А мы заходили 2 дня назад по этой парели. Она была с большим уклоном. Так, подходим. Тоже, наверное, ровно станем. Можно было и подушки не задирать на прицепе. Я подушки задрал на всякий случай на прицепе. Чтобы, если будет большой перепад, не оторвать себе корзину. Эх, чуть-чуть криво встали. Сейчас, я так думаю, рулевыми моторами подправит, исправит все движение. Давай. Что там, влево руля? Дын-дын-дын. Выровняться ему надо.
Вон следы парелей. Все равно все не прямо встают, да, видите, по парели чуть-чуть кривовато все встают. Под угол. Заходит. Сейчас бы удочку, здесь спиннинг. И можно было бы половить щуку. Оп. Ёп-макарёк. Все, встали. Блин. Страшновато даже. Так, слегка. Так, смотрит, что, кого нравится, ему не нравится. Все, типа сейчас махнет рукой и скажет, поехали. Увидел камеру. Смотрим на него. Все движения руля делаем, как нам говорит. Все. Пошли. Все, в притирочку выходим. Тут забивают полностью ее. Оп, оп. Так, под передними колесами суша. Под задними колесами суша. Попрощались, сказали спасибо. Тан. Все, выскочили. Ну все, ребят, под нами суша. И мы двигаемся в прекрасный город Забайкальск, на границу с Китаем, на погрузку. На этот марш-бросок у нас с вами примерно 2,5 дня. У меня ехать, у вас смотреть. В путь-дорожку. Приятного путешествия. Наливаем чаеку, запариваем доширак и смотрим, наблюдаем, переживаем, радуемся. Все вместе, вон они, видите, стоят бензовозы. Так, влево. Бензовозики стоят, ждут. Так, зеркала надо помыть. Становиться будет там. Влево, вправо. Вот этот, короче, с тупым носом. Вон тот тоже с тупым носом. Пальцем не показывай, некрасиво. О, прикольно, очереди вообще нету. Вот эти паромы в основном грузовики возят. На тех паромах ездят легковые. Редко грузовые, а в основном легковые ездят дальше на паромах. И позавчера пробка, это что получается у нас? 12-е, праздник, понедельник был. В понедельник вечером пробочка была часов, тут она не в километрах, она тут в часах измеряется. Часов на 6, на 7. Сейчас покажу примерно откуда и докуда была пробка. То есть сюда, в грузовую, в тот момент повезло. Пробки не было большой. Так, смотрим налево. У нас уступи дорога. Поворачиваем направо. Дорога идет дальше к железнодорожным вокзалам. Тоже там груза доходят. Все. Закроем окошечко. Резинки надо смазывать со стеклом. Вперед. Так, вот поворот направо сейчас будет у нас буквально через несколько метров. Вот куда маленький грузовичок свернул. Поворот направо. Вот до сюда была пробка. И пробка у нас начиналась практически от торгового центра Нижний Быстях. Вот мы заезжаем в поселок. Вон корабль пошел дальше, белую точку видно, разворачивается. Видать, какой-то прогулочный. Он также шел вдоль берега. И вот сейчас, смотрите, видите, развернулся. А слева это у нас с вами все пробка была. Также вон они, катера, так сказать, речное такси. Вон один пошел, черная точка. А вон там вдали стоят другие по очереди. Такси на воде. Так, что там даже рыбак, что ли? А, ну не увидеть мне его будет.
Вот это у нас все здесь шла пробка. Так. Че, где, кого? Вот где-то она в районе такси как раз и кончалась. Вот, да, поворот направо, вон легковушка выезжала. Вот здесь я тогда и встал в эту пробочку. Вот до сюда была пробка. Вот они стоят. Речные таксишки, катера. Просто так ты не устроишься даже на такой. Там, по-моему, подушка. Нет, подушек нету. Но сейчас не зима, не перепад температур, когда идет лед. Когда идет лед, здесь одни подушки гоняют. Не попадал. По первому льду, говорят, здесь даже ходит ледокол речной. Для того, чтобы кому надо успели переправиться. Кто груз перевез, там ценники что-то космические вообще доходят. Наши машины, по-моему, не буду врать, могу ошибаться в сумме, но что-то в районе 30, по-моему, или 40 отдавали, если не 50 даже тысяч. Ну, какие-то невероятные деньги. Когда вот до льда еще, а по льду там ребята говорят и за 100 тысяч, и за 150 тысяч может зашкалить стоимость. И самое интересное у них каждый год, то есть сезон, август, сентябрь, то есть это уже перед льдом, там идет тоже повышение цены. Чем, короче, ближе лед, тем дороже. Первые паромы после льда дороже идут, и потом вот ближе к льду снова паромы дороже начинаются. Так, посмотрим. У нас, кстати, говорят, в перевале Тит выпал снег. Ну, не сугробы, конечно, ну так, наверное, чуть-чуть выпало, да что, уже и растаяло. Земля-то все равно прогревается, хотя ехали когда сюда, в перевале, еще на обочинах лежал снег как бы полностью. Ну что, сейчас заедем в магазинчик, купим водички. Дальше заскочим в кафешку. Она часа через полтора, наверное, где-то. Ближе через 2. Часа через полтора-два будет кафешка. Заскочим, пообедаем, поужинаем. И вперед хотя бы до Томота сегодня надо добраться. А до Томота это примерно к 2 часам ночи. Если не позже мы будем. Потому что дома время 5. Здесь уже обалдеть. Время 9. Да. Короче, что в Якутске, что в Бастияхе со снегом растаяли дороги. Так, правительство Республики Саха, ну почините вы ребятам дороги. Ну, водители ездят, мучаются, маются. Зачем так? Смотрите, что здесь. Тяжело дорогу новую положить. Надо делать, чтобы было все хорошо. Ёшкин кот, быстрее даже не разогнаться. Да, фантастиш. Сейчас это уже закончится, пойдет нормальная дорога. На выезде здесь открыли Бристоль. При въезде в Нижний Бастиях. Вот, заскочим. По нормальной цене купим водички минеральные себе. Оп. Надеюсь, он еще открыт. Потому что обычно Бристоль же это относится, так сказать, к напиткам 18+, а напитки 18+, здесь уже закрыты. Время закончилось у них для продажи. Нам так водички купить, попить надо. Все, и хватит. Ну что, дорогие зрители, друзья, товарищи, время у нас 1 час ночи. Ух ты, нифига себе. Вот дорожка какая замечательная. Температура на улице вообще прекрасная. 0 градусов. Да. Ёшкин кот. Вот по такой дороге убаюкивает. Сейчас доедем до поселка Улу. Тут осталось, наверное, километров 20-30. Не больше. Так, по соображениям, примерно по прикидкам, если мы прошли 240 километров от Бастияха, уже отошли.
240, ну еще километров 20-30 должно где-то 270 или 280 там. Здесь на протяженности всего участка от Нижнего Густяха до мота сотовой связи нету. Только в одном месте, это поселок Улу. Мы не берем перед Густяхом там километров 60, да, вот так вот, основную дорогу. Есть сотовая связь у Мегафона, у зелененьких. Да, а у МТС и всех остальных тут со связью бардак. Блин, когда же у нас начнется асфальт? Вы не представляете. Ну, по камере-то видно, да, тоже как трясет. А как по-настоящему трясет, это вообще ужас. Просто дорога замечательная. Ну что, двигаемся потихонечку дальше. Время у нас. Эй, сколько там? 00:30. Первый час. Ну, надеюсь, к часу ночи туда приеду, если даже к 2. Поспать часиков до 7 утра. И шуршать дальше. Осталось до Забайкальского у нас 2200. То есть завтра 15 число. Не завтра уже, сегодня. То есть завтра на 1100 пройти километров, пробежать, проехать. И также послезавтра также 1100. Хотелось бы, конечно, приехать пораньше в Забайкальск, сходить на китайский рынок, посмотреть, что кого там есть вообще интересного. Оп. Может, что-то и найдем. Ладно, что, двигаемся потихонечку вперед. Вот они называются белые ночи. Что с фарами, что без фар. Это мы на туманках. А вот так мы полностью с выключенным светом едем. Да, сумерки, да, темновато. Но видно прекрасно все. А лучше иногда все равно включать дальний, чтобы если будут какие-то кочки, ямы, заранее их наблюдать. Ох ты, даже -1 уже. Хороша погода. Сегодня у нас 15 число. Да. Блин, вроде едешь за рулем, а километры тикают. Якобы еще идешь. Рулем крутишь иногда на кочках. Так, наверное, вот сюда поворотник включили. Мы одни на дороге, больше никого вокруг нас. Иногда часы трясутся так сильно-сильно по кочкам, что якобы каким-то самым своим интеллектом часы наблюдают, что это прогулка на велосипеде, так скажем. Ну что, ладно, поехали, хватит болтать. Самое интересное, на небе ни одной звездочки. Ребят, такая красота, стоишь на стояночке, птички поют, деревья. Блин, классно, да, красиво. Все прекрасно, ветерочек дует, погода просто чудесная, шепчет. Такой идешь, шаг делаешь, 2 делаешь, 3 делаешь. Опа, на. Нифига себе. И как думаете, кто это все делает? Да, ребят, вы ответили сами себе на этот вопрос. Кто этой херней занимается? Все. Вот что вам, тяжело, что ли, это в машине, что ли? Доедете до нормальной мусорки, помойки. Да и выкинете весь этот мусор, хлам, а? Ну почему нельзя вот так вот в пакетике это все держать? Почему это надо выкидывать вот здесь, вот, на природу где? Вообще не понимаю. Нифига этого. Ну что, постояли, пообедали. Чай попили. Потом у нас время у тахографа закончилось. Еще и отстояли. Тахограф отждали. Сейчас поедем дальше. В путь дорожку. Такими темпами я точно не доеду завтра к вечеру. Ну, послезавтра к обеду. До... Куда мы там едем? До Забайкальска. Так, сейчас ведем
Пин-код карточки. Тенс. Тахографа. И будем трогаться. Так. Вряд ли он успел. Да, нет, да. Обнулиться. Эх, не хватает времени. Ладно, что делать? Поехали. Надо ехать и не стоять. Отстояли 40 минут. Пора и честь знать. Вперед, в путь, в дорожку. Так, выезжаем со стоянки аккуратно. Смотрим, что у нас там справа. Через зеркало. Вот в такие моменты сфера очень и очень хорошо нам помогает. Видим, что там никого. И выезжаем. Спокойно и прекрасно. Впереди у нас Чульман, Нерюнгри, Тында, Соловьевск. И все, и мы, можно сказать, на большой земле. Но мы и так на большой земле. В цивилизации уже будем. Уходим на Читу дальше. Все, ребят, наслаждаемся, дорогие мои зрители, поездочкой, путешествием. Все для вас.